Всем привет, с вами Филомат. И сегодня мы с вами поговорим про политические партии и движения. Мы говорим Ленин, подразумеваем партия. Мы говорим партия, подразумеваем Ленин. Даже если вы не знаете, в каких годах происходили съезды КПСС и какие решения на них принимались, даже если вы не знаете, почему леваки разрушают западную культуру и чем опасен правый популизм, вы, тем не менее, скорее всего, сталкивались с таким понятием, как политическая партия. Что такое политическая партия? Можно ли считать любую группу людей с какими-то интересами политической партией? Допустим, наше сообщество Филомат, можно ли его считать политической партией? Мы сейчас с вами разберемся. Политическая партия ставит своей целью защиту интересов какой-то социальной группы. И у партии всегда есть какие-то четкие выраженные признаки, которые, в общем-то, отделяют политическую партию от политического или общественного движения и от каких-то других общественных организаций, которые вообще не имеют никакого отношения к политике. Что же это за такие вот признаки? Ну, во-первых, у партии есть четко выраженная иерархия. То есть есть глава партии, есть какие-то представительства на местах. А у партии должна быть какая-то разветвленная система. То есть в разных населенных пунктах у нее есть какие-то отделения, которые ведут агитацию, которые рекрутируют новых членов партии и так далее. У партии, помимо этого, политической партии обязательно есть программа и какой-то устав, который постулирует, какие цели политическая партия ставит в приоритет. Политическая партия обычно и обладает какой-то специфической символикой, которая обозначает конкретно ее. Мы еще в дальнейшем поговорим, какие сложились такие устойчивые нарративы символики, которые обозначают то или иное политическое движение. Главное, что отличает политическую партию от, допустим, обычной общественной организации, как, допустим, наш Филомат, это борьба за власть. То есть Филомат не ставит своей целью приход к власти, не имеет какой-то программы, которую он будет реализовывать, если нас изберут в качестве правительства. И, в общем-то, цель Филомата это довольно простая, это образование, это научпоп. Политическая же партия всегда ставит своей целью борьбу за власть. Причем эта борьба за власть может вестись как легально, так и нелегально. То есть тут уже мы поговорим в дальнейшем о законных легальных партиях и о экстремистских группировках, которые тоже могут существовать наряду с официальными партиями. Какие бывают партии? Тут на самом деле все тоже очень неоднородно. Партии могут быть национальные. То есть, например, в какой-то стране, где проживает много разных народов и есть какая-то титульная нация. Допустим, этническое меньшинство захотело добиться самоуправления. Наиболее креативные, наиболее активные представители этого народа, они организовывают свою партию и ставят в качестве цели достижение суверенитета или, допустим, автономии. Партии могут быть классовыми. То есть, например, у нас есть, я думаю, вы знаете, что общество разделено на такие социальные группы, социальные страты. То есть, к примеру, коммунистические партии ставят своей целью защиту прав пролетариата, то есть тех людей, которые на заводе трудятся каждый день и создают своими руками материальное благо. Наряду с национальными партиями, партии могут быть религиозного характера. То есть, например, защита какого-то религиозного меньшинства на территории страны, представление их интересов и так далее. Важной особенностью партий является то, что партия должна регулярно общаться с той социальной группой, чьи интересы она представляет. То есть, проводить какие-то съезды, заседания, где она может напрямую общаться с людьми, представителем кого она выступает, и, в общем-то, напрямую узнавать их потребности, их желания. И вообще, окунемся немного в историю. Когда возникли политические партии и почему, допустим, в веке в 15-м не было партий, почему у Чингисхана не было никаких партий, почему, допустим, в 15 веке, когда какое-то религиозное или этническое меньшинство хотело добиться своих прав, оно обычно поднимало восстание, а не организовывалось в политическую партию и не начинало какую-то конституционную борьбу за власть. Политические партии появились в 19 веке. И их появление было связано с изменением вообще самой политической ситуации в Европе. В XIX веке абсолютные монархии, которые существовали до этого, они постепенно уходят в прошлое. То есть власть короля становится постепенно все более и более слабой, и появляются парламенты, появляется представительство всех слоев населения того или иного государства, которое выражает их интересы.
До этого времени король был абсолютным монополистом в плане власти, то есть все зависело полностью от короля. Вы можете посмотреть из таких популярных примеров того же самого короля Джоффри из «Игры престолов». То есть вот что он захотел, что его левая пятка захотела, то в королевстве происходит. В 19 веке вот такие вот условные Джоффри должны теперь делиться своей властью с собранием, которое защищает интересы всех людей, которые проживают в таком условном Вестеросе. И вот как раз таки тогда и появляются политические партии. То есть люди тогда начинают объединяться в такие группы и начинают выдвигать своих представителей в парламент, где те начинают, в общем-то, отстаивать их интересы и добиваться каких-то крутых штук легальным путем, а не при помощи восстаний и какого-то чудовищного смертоубийства в стиле средних веков. В 19 веке первыми политическими партиями, которые появились, были либеральные партии. Чьи интересы они защищали? Они защищали интересы буржуазии, то есть промышленников, то есть незнатных богатых людей, мелкого дворянства, интеллигенции, то есть людей, которые были, с одной стороны, достаточно богаты, то есть они были, конечно, не магнаты, там, не какие-нибудь гогенцоллерны, но в то же время они были свободные, это не были крепостные крестьяне. То есть разберемся, почему крестьяне не создавали политических партий. Ну, во-первых, потому что они не особо-то умели читать и писать и не особо-то разбирались в том, что происходит в государстве и что такое политическая борьба. Для них было все довольно просто. Они были вне политической борьбы, занятые полностью борьбой за выживание. Почему аристократия не создавала? Ну, высшая аристократия, там князья какие-нибудь. Почему они своих политических партий не создавали? Да просто потому, что они, в общем-то, были порождением предыдущего вот строя, когда все зависело от короля и высшей аристократии, и вот до этого они все и решали сами. То есть в 19 веке вот эти свободные незнатные люди, они смогли влиять, как-то реально влиять на политику. Они смогли влиять на принятие решений, и вот, в общем-то, для этой цели они начали создавать политические партии. Но это что касается Западной Европы. Что касается конкретно Беларуси. Если посмотреть исторически, то первые партии, которые у нас возникают, это были социалистические партии, то есть партии левого толка. Разберемся, кто такие вообще правые и левые. Кто те самые леваки, которые разрушают европейскую культуру, и кто те же самые праваки, которые вот такие опасные, агрессивные и, в общем, такие бяки. Само понятие правых и левых появилось в эпоху Великой Французской революции, когда в парламенте представители разных политических течений, они буквально рассеялись справа налево от наиболее радикальных до наиболее лояльных королю. То есть слева сидели наиболее решительные и последовательные сторонники республики, которым в принципе не нравилась идея королевской власти, а справа же сидели те люди, которые считали, что вот в общем-то ничего особо менять во Франции не надо и нужно просто немножко там вот подретушировать власть короля. И вот это деление, оно сохраняется в политике по сей день. Правда, конечно, сейчас мы говорим не о власти французского короля, а мы говорим об отношении к обществу и к тем процессам, которые протекают в мире. То есть левые партии, они обычно прогрессивные, то есть они как бы выступают за изменения, за то, чтобы идти дальше вперед, за какие-то реформы в обществе, либо даже революцию, если мы говорим про наиболее радикальные левые партии. Правые партии, они наиболее консервативны, то есть они выступают за сохранение текущего экономического и политического строя. Левые партии, обычно их основная масса, их целевая аудитория, это простые люди, это люди, скажем так, начиная от бедноты и до людей таких, среднего достатка. Правые партии обычно были защитниками интересов аристократии, крупной буржуазии, то есть людей, которые находятся на вершине общества. То есть левые партии выступали за социальную справедливость, за какое-то равенство и благо для простого человека. Правые партии выступали за естественное неравенство, за сохранение дифференциации в обществе и за незыблемость каких-то основных устоев социума. Так вот, в Беларуси первыми партиями были левые, то есть это были социалисты. Они впервые возникают в самом конце 19 века. То есть тогда уже впервые среди белорусской интеллигенции появляется идея того, что нужно как-то собираться в какие-то кружки, какие-то объединения по интересам и, в общем-то, просвещать себя, просвещать своих соратников, людей вокруг и, в общем-то, выдвигать какие-то политические требования к императору Всероссийскому. Напоминаем, что в этот период Беларусь была частью Российской империи. И подобная ситуация наблюдалась на самом деле по всей Российской империи. То есть в России первыми партиями были именно как раз таки левые. Причем забавно, что
подчас они возникали за пределами страны. То есть это либо западноевропейская миграция, где вот, в общем-то, люди, которые бежали из-под гнета царизма, они кучкуются, как-то там издают свои газеты и пытаются как-то вести агитационную деятельность на территории Российской империи. Либо, если мы говорим про Беларусь, многие люди, которые выступают за автономию Беларуси, за признание белорусов как отдельного народа, они жили в Петербурге, то есть там, где был университет. Это были в основном студенты, это была молодежь, которая всегда в истории наиболее инициативна, наиболее активна в плане общественных каких-то движений. Однако до примерно года 1905 вот эти политические партии, они существовали как бы немножко так в отрыве от всего остального народа. То есть большая часть людей того времени, рабочие, крестьяне, они занимались своими простыми делами, и для них все вот эти рассуждения про социальную справедливость, про независимость Белоруссии, про как-то особенные черты белорусского народа, для них это было что-то очень далекое. Что меняется в 1905 году? 1905 год – это первая русская революция. Это кровавое воскресенье, это вот как раз-таки те события, которые всколыхнули всю Российскую империю. События русской революции начались с такой очень глубокой веры, которая жила и по сей день, наверное, живет в восточных славянах, в том, что веры в то, что царь хороший, бояре плохие. Царь-батюшка печется о нас, его верных слугах, а бояре, ну там чиновники, неважно, они плохие, они вот мешают жить простому трудовому человеку, и в общем-то надо их как-то обуздать. В 1905 году эти самые рабочие, которые искренне верили, что царь-батюшка, он такой вот хороший, и если к нему обратиться и рассказать, что творится на самом деле внизу, вот внизу социальной лестницы, то вот он придет обязательно и наведет порядок. Они пошли по улицам Петербурга к царю с манифестом, где они вот, в общем-то, просили им как-то помочь и говорили о тех проблемах, которые были для них актуальны. Однако добрый царь-батюшка вовсе не горел желанием как-то помогать простому рабочему Ване, и, в общем-то, царь оставил это все на произвол петербургского губернатора, который, в общем-то, открыл стрельбу. Хотя мы точно не знаем, кто первый открыл стрельбу, потому что по воспоминаниям очевидцев, возможно, первые выстрелы прозвучали со стороны рабочих. Там могли быть провокаторы со стороны левых партий, которые таким образом хотели разжечь революционную борьбу. Если это так, то им это удалось, потому что эти события вошли в историю как кровавое воскресенье, когда войска царя, они просто расстреляли мирную демонстрацию. Погибло очень много людей, многие были ранены, и вот это событие, оно всколыхнуло всю Российскую империю. В России и в Беларуси на тот момент тоже возникает в огне вот этой первой русской революции три направления политических партий. Первое направление было крайне правые консервативные партии, которые выступали за сохранение текущего строя, и они были такими монархическо-клерикальными. Это разного рода Черная сотня, это Союз Архангела Михаила, и, в общем-то, они, это такие, знаете, их духовные родственники сейчас это какие-нибудь, не знаю, скинхеды, которые могут побить таджика Джамшута и думают, что таким образом они спасут Россию. Вот примерно с такой же политической программой выступали правые монархическо-клерикальные партии. Мол, царь хороший, все, кто выступает за ограничение власти царя, они предатели, наймиты с Запада. И у них появляется очень такая, в кавычках, конструктивная политическая программа, как «Бей жидов, спасай Россию». В общем-то, на этом их нарратив примерно и заканчивался. Второе направление политических партий – это были буржуазно-либеральные партии. Эти партии были своего рода официальной оппозицией царю. То есть они выступали за сохранение монархии, за сохранение Российской империи примерно в том же виде, в котором она существовала до этого, но только с тем, чтобы в России была создана Государственная Дума, то есть парламент, и чтобы, в общем-то, партии получили возможность борьбы, легальной борьбы за свои интересы. Накал страстей внизу, он как-то немного поутих, чтобы люди смогли реализовать свои потребности законным путем, то есть не доводя дело до революции и до откровенного убийства и гражданской войны. И третье направление – это были последовательные революционеры, те люди, которые видели будущее России в республиканской форме, те люди, которые считали, что монархия – это в принципе очень плохой институт, и что необходимо царя свергнуть и установить республику, где каждая социальная группа, каждая политическая партия, она будет иметь какое-то свое представительство. Кроме того, на территории Беларуси появляются также национальные партии, причем это были не только белорусские национальные партии. На территории Беларуси появляется такая партия, как Бунд, с «Д» на конце. Бунд – это была национальная еврейская партия. На территории Беларуси было очень много еврейского населения. Причем еврейское население, в отличие от, допустим, белорусского населения, было очень сильно поражено в правах. К примеру, им было запрещено иметь собственность в восточной Беларуси, так называемые черты еврейской оседлости.
Им был запрещен доступ к образованию практически, они не могли занимать какие-то важные государственные посты, ну и так далее. Там был ряд других ограничений, и, в общем-то, они боролись за то, чтобы эти ограничения были сняты. Если мы говорим о первых политических партиях, надо обязательно упомянуть БСГ, Белорусскую социалистическую громаду. Это была одна из таких наиболее ранних и наиболее крупных политических партий на территории Беларуси, которая выступала, в общем-то, с достаточно умеренными требованиями. Они требовали всего лишь автономии. На тот момент никто не задумывался о том, что Беларусь может быть отдельным государством, и даже такие наиболее последовательные национальные деятели, национальная интеллигенция выступали просто за автономию в составе России, чтобы просто белорусы могли как-то принимать участие в управлении нашим краем. Такая ситуация, в общем-то, сохранялась до 1917 года. В 1917 году в России происходит февральская революция. Вначале февральская, а затем октябрьская. В ходе февральской революции была свергнута монархия. Император Николай II отрекся от престола, и к власти пришло Временное правительство. Временное правительство было в основном выразителем интересов этих либерально-буржуазных партий. Там было много представителей буржуазии, крупного капитала, и они выступали с такими политическими реформами, которые были для них весьма и весьма выгодны. Однако они забыли про очень важный нюанс, что в стране на минуточку шла Первая мировая война, и огромные массы простого народа находились в очень стесненных условиях из-за этой самой Первой мировой. И, конечно же, то, что было выгодно для буржуазии, было на тот момент абсолютно невыгодно для простого человека. Дело в том, что буржуазия и Временное правительство, они пообещали, что Россия будет участвовать в Первой мировой до победного конца. Это было очень нужно для Англии и Франции, потому что, в общем-то, они боялись, что сейчас Россия выйдет из Первой мировой, и вся мощь германского рейха, она окажется там, на Западе, во Франции, и тогда за Антанте придет полный капец. Однако простой человек, простой солдат, вчерашний рабочий Ваня, они вовсе не понимали, зачем они должны умирать, идти воевать и умирать за интересы каких-то там французов или англичан. В этих условиях особую популярность приобрели левые партии, в частности партия большевиков. И, в общем-то, партия большевиков и осуществила Октябрьскую революцию, когда Временное правительство было свержено. Керенский, глава Временного правительства, бежал из Петрограда, и в стране установилась власть большевистской партии и крайне левого блока, то есть это левые эсеры, меньшевики, большевики. Я не буду сейчас рассказывать про весь период Советского Союза, отмечу только, что в Советском Союзе была однопартийная система. То есть это такая система, когда легально только одна партия. Таковой партией стала партия большевиков, которая в дальнейшем трансформировалась в коммунистическую партию Советского Союза. Тот самый КПСС, который, если вы поспрашиваете своих бабушек и дедушек, будет им весьма и весьма знаком. Расцвет политического какого-то активизма и политических партий для Беларуси – это 90-е годы. Дело в том, что в 1991 году Советский Союз прекращает свое существование. На территории Беларуси, которая становится независимой, приходит полная свобода. Самые разнообразные группы на тот момент, они начинают создавать свои партии, и тогда кажется, что сейчас мы встанем на такой классический европейский путь развития и сможем, каждая политическая мысль будет представлена в парламенте какой-то своей партии, у нас будет внутрипартийная борьба, и в общем-то, от агитации партии будет зависеть ее победа на парламентских выборах. Многие думают, что у нас сейчас в Беларуси нет никаких политических партий. Это обычно происходит потому, что простой человек не видит какой-то активной борьбы политических партий перед выборами, допустим, в парламент, не видит какой-то партийной агитации, какой-то такого, знаете, как в Соединенных Штатах там республиканцы и демократы, или, допустим, в Британии лейбористы и консерваторы, которые друг с другом проводят дебаты и агитируют, что голосуйте за нас, мы вам дадим печеньки. На территории Беларуси существует 15 легальных политических партий. 15. Это помимо разных экстремистских группировок, которые есть в принципе в каждом государстве, которые ставят своей целью прям такой жесткий захват власти силовым путем. Все политические партии на территории Беларуси можно разделить на несколько таких условных блоков. Во-первых, это идут коммунисты. У нас целых две коммунистических партии. Это «Справедливый мир» и собственно, коммунистическая партия. Коммунисты выступают с традиционной для своей политической парадигмы программой. Это защита простого рабочего. Это расширение социальных программ, расширение возможностей для реализации себя простому человеку, и так далее. Дальше идут социал-демократы. Причем социал-демократических партий у нас довольно много. Более 5 политических партий на территории Беларуси можно отнести к социал-демократам. Кто такие социал-демократы? Это практически те же самые коммунисты, только у них более умеренные программы и более гибкие способы достижения своих целей. Когда-то в конце 19 века произошел раскол в марксистском движении.
Кто-то выступал за немедленную революцию, передел собственности и таким образом достижение более справедливого мира. Другие же выступали за медленное постепенное реформирование политической системы с тем, чтобы вот добиться каких-то прав для рабочих здесь и сейчас. Первые стали называться коммунистами, вторые социал-демократами. Учитывая, что социал-демократы выступали за реформирование жизни прямо вот здесь и сейчас, многие те вещи и явления, к которым мы сейчас привыкли как к какой-то норме, являются результатом деятельности как раз-таки социал-демократических партий. То есть это обязательный выходной, нормированный рабочий день, социальное страхование, профсоюзы, все вот те вещи, которые нами сейчас воспринимаются как нечто абсолютно собой разумеющееся, это было результатом деятельности социал-демократических партий в правительствах вот тех стран, где они приходили к власти или могли хоть как-то влиять на власть. На тот момент коммунисты были абсолютно радикальны и требовали вот немедленной революции, то есть никакого соглашательства с буржуазными правительствами, только революция, только хардкор. Сейчас вот те социал-демократические и коммунистические партии, которые имеются в Республике Беларусь, это вот в общем-то левые партии, однако они все такие левоцентристские, то есть они не радикальные. Партии могут быть радикальными, как большевики в 1917 году, а могут быть довольно умеренными и, в общем-то, не призывать к немедленному переделу собственности вот прямо здесь и сейчас. Кроме левых партий, на территории Беларуси также есть умеренные партии или центристские. То есть это, допустим, социальная спортивная партия или белорусская аграрная партия. Это те партии, которые, по сути дела, не относятся ни к правым, ни к левым. Они не делают упор на защиту интересов простого рабочего, и не то, чтобы они прямо все руками и ногами держались за какой-то вот традиционный устрой общества и за какой-то консерватизм. Также к умеренным партиям на территории Беларуси может относиться партия зеленых. Вот дело в том, что экологическое движение – это такая новая фишка в политике, это то, что стало актуально вот во второй половине 20 века. То есть до Второй мировой войны никаких экологических партий, по сути дела, не существовало. Могли быть только какие-то отдельные общественные группы. Партия зеленых является левоцентристской партией, однако она довольно умерена в своих требованиях и скорее даже тяготеет к такому классическому центризму. Политический спектр Беларуси также представлен и правыми партиями. Это разного рода БНФ, Белорусский народный фронт, или, допустим, Белорусская христианская демократия, либо Народная громада, ну и вот партии, которые выступают в коалиции с ними. Белорусские правые партии, что для них характерно? Во-первых, они тоже довольно умерены, то есть каких-то прям радикальных правых партий у нас нет. Чтобы вы понимали, наиболее такие радикальные правые партии – это, допустим, фашистские партии. К примеру, партия Муссолини в Италии или Франциско Франко в Испании. Это вот как раз таки такой вот прямо радикально правые партии. Для радикально правых партий характерен консерватизм, милитаризм и такая любовь к дисциплине и жесткому порядку. Белорусские правые партии, как и левые, тяготеют к центризму. Они довольно умерены и придерживаются достаточно мягкой риторики. Как я уже сказал, политические партии неразрывно связаны с парламентом. И в Республике Беларусь парламент действует по схожему принципу, как и в других европейских странах. То есть партии могут выдвигать своих представителей в парламент, лоббировать какие-то свои интересы и реализовывать свои программы там. Однако, почему многие в Республике Беларусь уверены, что у нас политических партий нету, и почему они не замечают той политической борьбы, которая имеется в республике? Дело в том, что ввиду того, что Беларусь является президентской республикой, а не парламентской, решающее значение в политике страны играет именно президент страны, то есть глава государства, а не политические партии. С вами был Филомат. До новых встреч!